Ночевал я вот в таком замечательном месте у Ильнара. Вот меня провожает, можно сказать, народ. Выезжаю в сторону Мурали, потом на Арск. Сегодня у нас 17 июля, воскресенье, жара. В 11. Буду сегодня допоздна, наверное, ездить. Опять. Но оно того стоило. Не торопясь, спокойно. Как говорится, с чувством толка, расстановкой. Еду в Мурали. Нормально, дороги подсохли уже. Вчера это было что-то. Так, 49. Подъезжаем. Не сюда. Пожалуй, все, Фанис, спасибо. Спасибо этому дому. Пойдем дальше. Что, пообедал у семьи Аида Осиповича. Картошечка, курица, там все, чай. Рассказали мне о местном, о месте данном, да, то, что здесь действительно все. Отсюда и Казанка действительно начало берет, и до Балтаси недалеко. Сейчас заеду в мечеть. Отец Аида Осиповича служит здесь муллой. А потом на выезд, на трассу. Два друга, как говорится, богатые люди. И они, давай построим лучше каменный. Вот потом построили мой братишка Шамиль. Он должен был кирпич найти. У него там друзья были. А тот первый, другой богатый человек, вот плиту, здесь плита, здесь никакой деревянной нету, все кирпич, камень. И начали строить, сразу начали строить. В первом году под крышу поставили, на втором году уже это внутренние дела делали, и все. В пятом году в сентябре открыли сразу. И самое главное, интересное, здесь ремонт еще, планирую, такое число откроем. 5 сентября, кажется, откроем. Доходит 5 сентября, но так здесь много работы. У меня как раз курсанты, 5 парней учили, и у нас Фанис тоже, учились в училище. Поехал туда, директор спросил, давай мне на 10 дней. Он отправил всех, давай, практика вам там, идете на практику. И они днем и ночью работали. Сейчас там уже собрание идет, там на улице собрание, открыть надо ведь на 10 часов, например, 12 часов открывать, 11 часов открывать надо. Здесь есть работа. Строитель говорит, мы закончим, ты пока собрание побольше делай, мы закончим, я выйду на дверь. Я жду уже. И вышел, как раз на 11 часов вышел. Все здесь выпилили на улицу. Нормально уже все. Вот уже сколько лет, никакой ремонт не было. Вот хотим сейчас немножко подремонтировать маленький. Кто погиб в годы Великой Отечественной 75 человек. Вот это 75-ю привезли 3 года назад. Нашли, получился, да. С Ленинградской области привезли. Самое главное, что исторически, самое главное интересно, что
жена, у него могила жена, да? Мгм. Похороненный. И как раз рядом с ней пустое место на одной человеке. Как будто Знали, Бог да. сам это создал. Отчет? Ну, вот с 5-го года, с 205 года, все это на твои интересующие вопросы можешь найти ответы. Например, сколько хозяйств в деревне? 73 нынче. А, до А сих- было 84 в 2005 году. Сколько человек, сколько женщин, М. сколько умерла, сколько родился. Все-таки мечеть Сколько- остается а если- центром-то власти. Вот. Сколько на мечеть ходит, все здесь написано. Счастливо, давай. Давайте. Давай счастливо, держай. Здравствуйте. Не забудь, давай, пока, ладно. Хорошо. Телефон есть? Да. Если что, понесу, позвонишь. Ладно. Ладно. Спасибо. Аллаху Акбар. Ашхаду ан ла Как говорится, с божеского позволения отправляюсь дальше. Как хорошо. 12 часов, правда. Но если ехать быстро, то будет все четко. Понравилось. Ну как еще? О, тут и источник воды есть. Река Кисмесь. Один из притоков Казанки. Один из истоков Казанки. СИЗа, центр сельского поселения, куда в том числе Мурали входит. Здесь очень много известных выходцев из этой деревни. И писатели есть, и агрономы, и техники, кого только нет. Там 8 или 10 человек, я список насчитал. Ну, то есть такое благодатное место. И действительно здесь народ вот особый. Что в Мурали, наверное, что в СИЗе. На трассу выехал. Подъем продолжается. Да, живописные. Иду на спуск. Ветер в лицо. О. Вот этот поворот я уже проезжал вчера. Именно отсюда я и поверну. Дальше будет новый участок дороги на Арск. Новые места. Да, Арский район-то он тоже такой подъемистый. Вон, к примеру, вижу горы. Горы, как говорится, на горизонте. Все, поехали в спуск. Ну тут более все равно плоско, чем в Сабинском. Деревня Искимы. Говорят, самая старая здесь в окрестностях. Вот. Ну, тут тоже вон сельское хозяйство, кукуруза. С дороги не видно ее. Не, да ничего, здесь подъемы так-то. Плавные. Проезжаю Коса Асмак Косу. Тут вот школа, по-моему. Таня. Арбаз написано, ну то есть сельхозхозяйство. Старая Масра. Вау, ну тоже с той стороны красиво. Здрасте. Красивые здесь места тоже. Встретил ребят из Арска. Кажется, у них своя шаурма. Точка Азад зовут. И
забываю имена сразу. Ну, в общем, неважно. Встретил, пообщались, приятной дороги пожелали. Сейчас к Ирваск приеду. В общем, такое место. Родник Курсави восстановлен в 2017 году. Чем хорош Арский район. Здесь реально я уже знаю где, какие источники. С водой проблем вообще нет. Придется задержаться в Арском районе. Забыл наушники. Ну, это как всегда со мной. Так, ну здесь вот статы интересные есть про куршавишца. Шарабудин Марджани говорит: Курсави стяжал славу безграничностью, образование силой, верой, усердием, хорошим знанием различных наук, умом и даром речи. Его смерть была не только для мусульман Казани и Булгара, но и потерей великого улема, ученого для всего мусульманского мира. Ну, такой вот великий человек здесь родился. Мурали не отпускай. Ну чё, привет. Давай. Спасибо. Не забывай. Подъезжаю к более крупному населенному пункту. Средняя Коса, по-моему, называется. Вот. Мечеть крутая. Да, а дальше Нижняя Коса. Святые места. Народ в поле, на грядках, в огороде. Так и живем. Верхняя, да, там сверху верхняя коса, снизу нижняя, это средняя. Ну, логично. Магазин. Какой-то камень стоит, памятник. Сейчас заедем, глянем быстренько. Вот мечеть. Да, ну самая большая, которую я видел. Даже с Атнинской сравнится, ой, точнее с Сабинской сравнится. Так, Сарайчик Курча достаточно древнее, да, поселение. Известно, что в 2-3 годах, то есть времена Казанского ханства. Здесь находится старинная мечеть, памятник архитектуры 1909 года сохранилась. Сохранилась благодаря тому, что ее под школу отдали, не снесли. Верующим вернули в 2005 году. Еще здесь месторасположение глины есть, вот в южной окрестности достаточно много глины добывается. Также развито сельское хозяйство, крупный колхоз был в советские времена. Сейчас вот проедем, население 200 человек. А вот мечеть появляется, да. 909 год. Обалдеть. Более 100 лет мечети. Еще один родник. В каждом селе есть родник. Вот надо место заснять, красивая фотка будет. Водокачка наша, как будто запах сразу сырой воды. Круто. Рыбная деревня. Да, это рыбная деревня. Баучи АВВ. Подъезжаю к знаковой точке Арска, где я часто был, РЖД вокзал. Отсюда можно в Казань вернуться. Сейчас, прямо сейчас. Такая ключевая точка. О, вообще новая дорога.
ремонт делают в районе ЖД вокзала. Вот, видимо, облагораживает все. Наверное, снимать особо не буду. Я был в 2 походах с Аском, где все снимал. Это к истоку Казанки и путь Тукая. Посмотрите, пожалуйста, ссылки оставлю, если интересно. Только новые места. Вдруг заеду в музей, сейчас шаурма, вот это вот, наверное, я сниму. Блин, ну тут движуха. Казань. Фу, пешком ходил я вдоль нее. На велике я здесь впервые. Аск, как говорится, встречай. Ленин такой молодой. О, хорошо. Смотрите, меня угостили компотом. Кафе Леонор в Аске. Вот такая вот шаурма. Сейчас буду дегустировать в этот раз со свининой. Вкусно. Вроде бы ингредиенты те же самые, но порция большая. Тут свинина такая, она как будто под шашлык запеченная. Картошка, по-моему, есть. Вообще супер. Смесь ингредиентов, сочетание. Пока что соус только мало чувствуется. Надо пройти к серединке. Но так уже очень вкусно. Понравилось. В общем-то, я прошерстил, можно сказать, весь центр и многие части Аска. Не нашел нормального магазина, чтобы купить чак-чак местный. Да, помню эту трассу, пешком по ней шел со Старого Крылая. Да, более знакомые места, Нижний Метиский. Возвращаясь с маршрута Габдулла-Тукая, я здесь пешком проходил. Места понравились. Здесь, во-первых, 2 источника. Сейчас вот один из них буду проезжать. Во-вторых, история интересная у деревни так-то. Вот поворот на Старый Крылай. Миндюш, а мне прямо. А вот источник воды. Да, вон он. Самая чистая вода типа здесь. И еще минерализованная, но не все минерализованные. А подъемище сейчас будет. Ага. Контент подъехал сам. Контент подъехал сам. Река Ия. Подъем. Вот уже Лунякское сельское поселение. В Луняке я был, это уже почти на границе с Балтасинским районом. Значит, еще немного ехать. Проезжаю какое-то достопримечательное место. Кичкине Ачеле АВВ Урне. Гариф Ахунов, честно. Понятно. Источник Гарифа Ахунова. Он где-то там.
направо. А я уже вижу вышку никак. Вот, блин, такие, конечно, пугают. Подъезжает, да, и все. Меня аж в сторону занесло. Я услышал, думал, фура клонит. Вот такой вот спуск. Достаточно плавный. Еду со скоростью 27. Новый населенный пункт на моем пути. Старый Турнале. Вот они, старые Турнали 1617 года. Да, мечеть есть, находится на берегу Казанки. Свое сельхозхозяйство. Что еще? Вижу, что тоже коров выращивают. Ну, стандартная тема для этих мест. Единственное, пейзажи уже другие. Река Казанка создает нечто, блин, интересное. Все залесено, так интересно. Немного другая зона лесостепная, да, я заметил. Вот сосенки такие. Так что в этом плане отличия есть. Лепота, ребята, ромашки. Дорога, живопись просто. Зеленая вся. Вот это что? Вот это гонщик. Таких гонщиков бы пешком ходить заставить. Снова спуски, потом снова подъем. Вот здесь может быть Казанку даже видно. До отсюда я не доезжал. Люди в огородах. Деревня Апайкино, Гай. Тоже ее проходил. Название интересно. Апайкино, там, по-моему, русское население было и татарское. Она горела. Короче, вот в итоге Апайкино, Гай. Хотя Гай это еще, ну, вот такое уединенное в лесу место, типа пустошь. Балтачинский, Балтачи, самый северный район Татарстана. Реально тут холодно. Я уже подмёрз немного. Да, по-моему, так. Вот он, Балтачинский район. 7 километров мне еще по этой дороге пилять. Карадуван, Малмыж. Карадуван чем-то тоже известен. Место, ну, по крайней мере, с точки зрения истории, расположения, оно такое значимое. Вот, показатель. Карадуван. Тут подпись. Там какой-то объект наследия находится. Музей истории Сибирского тракта и Мусы-Джалиля. Вон и что. Ну, Муса-Джалиль здесь не жил, но Сибирский тракт, вот он. По нему я еду, по нему гоняли людей в Сибирь.
получается, что, через Кировскую область шел. Вот такие равнинные просторы мне по душе. Вот это да. Вот поселок единственный перед Балтасями, по-моему. Та-дан-та-дан-та-дан-та-дан. Показывает мне сюда. Вот сюда. 100 километров вижу. Ушел на Малмыж, ура! И тут спуск. А вот тут можно, тут будет сейчас лететь сам велик. Вода. Балтаси, едут Балтаси. Блин. Отлично. Слушайте, ну, да, красивая современная техника. Либо она покрашена так. Надо пройтись посмотреть мемориал. Пушки. Подводка. Граница Родины, баты, есть и вертолет. Ну, даже велосипед если поставить. Ага. Ну и так еще раз. В общем, да, современный новый парк. Хорошо все, как говорится, уставлено, прославлено, посидеть можно. Все рода войск перечисленные. Ну, очень хорошо, очень. Прям на въезде вот. Да, конечно, надо было сегодня раньше выезжать, часа на 2. А то я, как всегда, загулял. Сейчас вот ночевать здесь непонятно где. Вокруг леса, подъемы. Не знаю. И сейчас заеду в Балтаси, все выполню. И буду искать где-нибудь в сторону Каракуля. На закат еду. Из-за облаков кажется, что темно и солнце не грело. Прохладно, надо в общем Олимпику всегда иметь наготове под вечер. Вот. Спускаюсь. Да. Вот это жесть, конечно. Ленин. Указывает. Так, ну что я здесь вижу? Несколько старых домов, Сбербанк, центральную библиотеку. Вон старинный дом. А вот это вот в парке. Болтач хэштег. Угу. Вот Ленин. Так руку показывает. Идите туда. Хочется сказать, что Балтаси, конечно, город уже. Вот здесь прям городская среда. Ну, я имею в виду, по сравнению с Пестрецами, здесь, конечно, получше в этом плане развито. Хотя Пестрецы вытягиваются. Красиво было, да, полетать над Балтасями, думаю. Посмотреть заодно, что там в окрестностях.
Дядя Гоша, написал, очень не надо, да? Короче, по поводу чак-чака выяснил, что его здесь как бы не производят. Сейчас поем шаурму заценю. И дальше надо куда-то выезжать срочно. Как раз по центру проедусь. И поеду дальше. Да, что-то Балтаси мне не зашли вообще. Никак. Одни траблы. Вот сейчас фоткаемся красиво, хоть может быть. Ну, в принципе, интересно, красиво. Парк. Танцующие фонтаны. Разноцветные. Там дальше люди качаются на качелях. Да, вот здесь все так ездят с музыкой. Поющие качели. Мечеть. У меня сейчас поворот и выезд. Говорят, там темно ехать сейчас. Я что-то переживаю вообще очень сильно. Ну, посмотрим. Если что, вернусь в город где-нибудь заночую. Вот она, река Шошма здесь. И такой подвесной мост сделали интересный по цвету. Смотрите, как красиво в Балтаси ночью. Мне тут хоть где, наверное, можно ставиться. Около леска. Озеро Каракуль. Я сюда доехал. Очень чисто, хорошо. Есть место под палатку. Сейчас буду ставиться. Вот еще раз посмотрите, как ночью здесь приятно. Единственное, вон кто-то тусит. Я в сторонке туда даже подходить не буду. Поставлюсь. Комаров нет. Чистейшее озеро прям. Может быть. Так. Блин. Все, давай, поплыл. Поплыл. Вода, наверное, холодная еще. Тут теплая, говорит? Купались, тепло вообще. Блин, прикольно. Днем плавали. А там вот он сейчас станет на дно? Нет, Я Блин. здесь-то встану, а там дальше нет. здесь даже не встанет. Наверное. Там уже. А, на дне что ли? На мостике? Дурак был. Такое дно на мостике сидит. Страшно. Не, я туда не полезу, я не знаю этих мест. Вообще скорость. Вот у нас пловцы местные, алмаз. Не видно.